Прибыли, как говорится, Нижний Бестях. Ну да, тут до Бестяха, короче, с морозом везде нормально, такое потепление. Даже в Улу был минус 18. Сюда спускаемся, 36 сразу стало, а тут вообще 38 сейчас минуса. И дизель тут стоит 74,70. А я заправлялся, получается, вот в Томоте. Ну, она мне объяснила, на заправке такая же Опти в Томоте. У них 66-60 Арктика. Она говорит, а мы относимся к сельским территориям, типа у нас, ну там, типа субсидируют или что-то еще. Такая же заправка. А это типа город уже считается, здесь цена. И в Улу заправка, которая, говорит, это тоже к ним относится. Тоже Арктика. Я заправлялся по неизвестно сколько, честно говоря. Я просто 150 литров налил на всякий случай. Но там тоже сельская территория. 66, 60, наверное, тоже. Короче, такие дела. Это сейчас 9,46 местного. Ну, это потеплело здесь, в общем, 38 это тепло. Тут вообще минус 20 уже, шорты сланца, елки. Наверное. Ну, это как у нас, типа 0 градусов, и на 30 градусов поднимется температура. Все, плюс 30, правильно, лето наступило. А у них минус 50, на 30 градусов поднялась температура. Минус 20, все, шорты достаем. И погнали. Че, по дороге везде снег такой, как пудра. У меня даже вот АБС горит на машине. Я в Улу постоял. Оно, ну как, везде метет. Вот это сзади машина вся такая забита снегом, все. Видно, что-то оттаяло. АБС же там, ну, такие ячейки, и он считывает количество, ну, как, вращения на оси. Там видно, оттаяло что-то, льдом залипло. Она едет, все, круиз типа не включается, горняк вроде включается. Короче, сейчас все равно ничего не сделаешь. Сейчас меня будет в бок в теплый загонять, но там, я думаю, теплый он, в принципе, что там таять ничего не будет. Уже до весны буду ездить, не знаю, то, ну так вот, когда снег такой, то на мойке помоешь машину, вот мы вечно там в Уссурийске помоешь, потом с этим АБСом мурдуешься, как-то они сделали его, честно говоря, что, ну как, едешь, все теплое, все крутится. Все, остановился. Так, мне тут скоро уже это, вот сейчас вот на светофоре, если налево, это у нас будет переправа. Ну, уже маленькие машинки там поехали. По идее. Прямо дальше Тюхтюр. Там с ледоколом паром ходил. Ну, это километров 10, наверное, там. Так, а что, пацаны запреснули? Народного герою памятник. Ну как Робин Гуд, в общем. Я не помню, как-то его Манчару или как-то Иван, или не помню. Ну, короче, что-то такое. Короче, Робин Гудил здесь. Ну, как за Робин Гуда говорят. Грабил богатых. Не потому что это типа хорошее, а потому что у бедных взять, говорит, нечего было. Так, где-то скоро поворот.
Ладно, выключаюсь. Всем удачи на дорогах. Так, выехал назад на Владивосток пустым. Уже 150 километров проехал. В общем, боксы простояли, разгрузили там, и все. И 9 сегодня число. Погнали на Владик. С горящими АБСами. Что-то снег как-то он все время у меня. То нам с мойкой совпадает. То сейчас вот этот снег, когда шел, ехал на Бестях. В уж остановился, и там оно все загорелось. Хотя так, ну не поймешь. Снегом забито, конечно, все там внутри бокса подтаяло. Теперь опять заново замерзло. Короче, весной разберемся. Такие дела. Машин никого, что-то я не знаю. Я вот сколько еду, машины 4 проехала за 150 километров. Навстречу грузовые, я имею в виду. Ну, тут минус 30, а там я выезжал, было 34. Ну, типа потепление здесь. В общем, такие дела. Ну ладно, будет что интересное. И ночь настанет, когда будет что интересное. К Титу опять подъеду. Эти ночные съемки так себе. Ну, в общем, посмотрим. Давайте, всем удачи на дорогах. Я чутка сниму Тит. Направление на юг. Ой, извиняюсь. Ну, пустым. А, уже буксует уже. Это я газу просто хотел лучше разогнаться. Ну, тут сейчас будет полка ровная. Наш. Даже можно сбавить. Ленивец просто подыму. На ведущую. Впереди Андрей, ну он, наверное, уже заехал, я так подотстал. Тоже на Владивосток едем. Ну, скорее всего, не знаю. Так, и все, тут дальше кочегарить надо. Сам подъем вот это пошел. Ну, его почистили, в принципе, более-менее. Ну, видите, ровно отгрейдировано и все. Единственное, что вот здесь как-то посыпки вообще нету. Ой, ай, ой. Ну, в принципе, да, не проблема. Тут дальше уже все посыпано. Ну, видно, следы набуксованные. Союзик, вот видите, КамАЗ заехал. Вот Нерюнгринский район, в общем, начался. Ну, ладно, выключу сейчас на спуске, если там будет какая движуха, засниму тогда. Ну, вот это финиш на спуске. Ну, никого вроде нет. Ну, пустая машина. Тут все-таки уклон. И притормаживаю, и горняки. Пустую несет, как это. Хотя везде вот там, ну, на спусках там с 20 тоннами держит на 10-й. А тут пустая, на 8-й не может. Такой подъемчик. А не, вот стоит кто-то уже. Торможу, тормозами торможу. Ну да, уже и фары выключил. Дафиг.
как раз, да, вот место он стал. Посыпка есть, вроде все, но вот как-то тут физика работает. Тяжко проезжать. Ну все, спустились, в общем. Огруженным, не знаю, вот с Якутска. Если ехать тут вообще на спуске, я не знаю, как там лететь будешь. Ну, если вдруг что, тормоза там. Я же говорю, уклон такой вот, он вроде по обозначениям, по дорожным знакам, там 10%, но он какой-то все равно не 10. Какая-то аномалия здесь. Я же говорю, пустая машина на 8-й передаче. Просто летит как этот. Ладно, в общем. Удачи всем. Так, ну что, докладываем обстановку. Выезжать начинаем из Якутии. Ну, еще до Нагорного не доехали, но нормально. Тут и потеплее, чем под Якутском. 21 всего. Тут участок супер корявый дорог. Ну вот это подъезжаем, как раз вот здесь тоннель проходит. Самая верхняя точка. Стекла начали подмерзать. Но это из-за того, что ботинки, наверное, в снегу в салоне так обычно не мерзли. Видно, влажность избыточная. Вон там железка внизу. Ну и получается газопровод, нефтепровод тут идет тоже по этим горам. В общем, такие виды. Пасмурно, тепло, в общем, все нормально. Оба, оба. Все, скоро выезжаем, в общем. Ладно. Едем. Он какой этот во льва с негабаритом забрался на Якута. Это вот сейчас будем спускаться. Что-то не надо, может оно легкое, правда. Ой, тяжковато, да, на такой, конечно, сейчас ехать. Сейчас будем спускаться с Якута. Ну, наоборот, к ручью Якут. Опасный участок. Тут вообще раскатываться нельзя, потому что внизу узкий мост и поворот под 90 градусов. Ну, для тех, кто так вот пускает машину, а потом думает, я заторможу. Тут может сюрприз получиться. Минус 20 за бортом. Ну, видно. Или сколько сейчас, 9:30 по местному. Ну, короче, по меркам Якутии жарище просто. Сейчас там поморгаю, чтобы он сзади не крался. Ну да, вот такие уже спуски крутые. Горнячок, конечно, усё. Нечему цепляться. Ну, он сразу пробуксовывает. Можно попробовать вот так вот. Пониже передачу, поменьше скорость. Ну вот 7 первое положение, не. Тормозиться нормально. Попробовать
еще раз. По посыпке. Ну да, тут симбиоз еще и посыпано, ну и налетно, полировано, и плюс кривыны. Ну когда пропрыгивает колесо, понятно, что оно это, ну, срывается. Ну, первое положение вот так придерживает. 2000 оборотов. Ну, тут уже и крутизна меньше стало. Ну, никто не висит, вроде нормально все. Кучки такие качественные. Лопатой разминаться. Ну и щебень такой же по полсантиметра. Как бы если подсыпал, то уж точно все нормально. Кирпич от этого по машине прилетел. Тут да, конечно, встречка может вам на скорости поддать. В общем, подъемчик такой считается тоже. Если тут не проехал, то как бы типа Тита. Ну, поменьше здесь, конечно, вопросов возникает. Тут видите, как посыпано. На Титу, не знаю, там у них проблема, не знаю, или щебня нету рядом. Здесь все время вот как летом. Так именно можно, конечно, вот кто любит типа разогнать машину там, здесь-то особо негде разгоняться. Ну ты пытаешься, начинаешь тут переключаться. Из-за вот этих переключений можно и встать как бы. Тут просто места нет на разгон. Вы вот, получается, выходите, раздвоенный этот мостик, ну у вас там сколько, 100 метров, сразу полка первая, такой прям крутенький подъемчик. Почему не сделают вот сюда, не знаю. Вот поворот на станцию Нагорный. Ну, я ездил раньше. Она такая, как трубка накатанная. И она же выходит в Нагорном. Просто там ни одной горы нету. Вот эту гору просто объезжаешь. Непонятно. Почему все на гору едут. Просто ровная дорога. Ну, единственное, что ее там не чистят, не обслуживают. Как бы я на трале там летом ездил. Давно уже, да. Мимо станции выезжаете вот там вот перед Темптоном слева, справа получается, если туда ехать. Ну, как бы сейчас туда суваться, проверять, там не развернуться потом ничего, если вдруг. Вот я сейчас тут еще встану. Буксует. Но я не даю буксовать, газ сбрасываю. Вот так. Ну, в общем, такие дела. Ладно, сейчас сниму вам новую стелу на въезде в Якутию. Крайний серпантинчик. Ну, типа поворот, и мы выходим из Якутии. Все, в этом году уже не приедем. Нет времени просто. Что тут сборная такая? Ну, это пока просто спасибо за чистоту здесь поставили. Здесь же стояла тоже Якутия надпись. Но, извиняюсь, что-то видно, надышался, так сушит горло, надышался там морозом. С непривычки минус, сколько там, 39-40 было.
О, вот тут сборная. Ну вот. Сахарис, Саха-Сере, Якутия. Вот она, видите, какая. Да, тут особо и не увидишь, машинами все заставили. Ну, в общем, прикольно. Сделали там список участников, кто поучаствовал, предприятия там или частные лица. Ну, то есть собрались и реализовали. В общем, на въезде теперь красивый знак стоит. Все, Якутия. Съездили, в общем. Теперь Владивосток впереди у нас ждет. Ну, может, в Уссурийск, не знаю еще. Здесь выходные, получается, сегодня 10-я суббота. Особо ни с кем не общались еще. Перспективы радужные, уехать, в принципе, сейчас под Новый год нормально должно быть все. В общем, такие дела. Ладно, всем удачи на дорогах, короче. Всего хорошего. Так, вот он этот перед Тындой. Ну, от нас сейчас спуск у нас, конечно, а так вот подъемчик этот. Ну, его тут, конечно, засыпали. Ну, кто идет на Якутию, здесь тоже как бы проблемное место. Вот на ремонтах как раз. Как бы вроде и короткие, но они здесь сделали, получается, лето. Видите, вообще загрейдировано до основы все. Ну, это вот свежая подушка появилась. Здесь была как бы дорога поуже раньше. И тоже такой крутенький подъем. Тут даже попрохладнее, чем в Нерюнгри. В Нерюнгри стали 20, здесь вот 23-24. Амурская область, вот Тынду прошли. Ну, все равно это уже не 39. Нам еще повезло, грубо говоря, как мы в Бестяхе побыли. Вон, Андрей приехал как раз там часов, не знаю, на 4 раньше меня, может на 5. Впереди едет. Прогноз-то был минус 50, а было всего лишь 39. Как бы вообще нормально. Сейчас мы потихоньку, вот остался самый злобный участок до Соловьевского. Тут все как раз доремонты и раздолбанные дороги. Все здесь сконцентрировано. Дальше уже по трассе бежать. Пусть и Якутии одно удовольствие. Получается ручей Сосновый или как он? Сосновский. Вот от него подъем начинается. Ну он, да, считай, не заметите, потому что все посыпано хорошо. Ладно, так это просто для информации, прямое включение. Все, дальше так-то особо ничего интересного. Ладно, что будет интересное, вдруг засниму. Ну тут еще участочек вот перед Соловьевском. Тоже работа кипит. Дорогу делают. Вон, тоже подбуксовывают, ничего себе. Вроде по скале прямо. Но это я на сбросе газа просто, получается. Прикольно. У меня ж поднятый этот. Ну, подъем тут как бы есть. А дальше будет не знаю что. Я потихонечку. Не, ну он как едет, но срываются колеса. Ай, ой, ай, ай. А там дальше будет крутой подъем с поворотом. И уже в рации слышно, что кто-то спрашивает, трос есть? Это могут как раз вот в том повороте и стоять. А мы там можем, если стать, то и не тронуться потом. Ну, буксует тут здесь. Ну, как бы, ну, лед с песком такое.
Ну, так что такие дела. Ай. Ну ладно, сейчас дальше. А то тут краса можно полчаса. Еще надо слушать, крылья там не заденет на этих кривунах. Когда ленивец поднятый, оно бывает на перекосах. Просто раз поджимает кратковременно колесо, ну висячее, оно раз провернуло и крыло снимает. Ну, вроде такие кривуны как бы на это не действуют, но бывает такое. Особенно когда, ну, реф так типа раз на один угол или куда-нибудь крена поймает. Ну, обычно, да, крылья эти, я так сколько смотрел, у всех сняты, их нету. Что всех цепляет, это я уже год с ними езжу. Ну, они оригинальные крылья, но смялось вроде как вот так вот аж в жвачку. Но оно распрямляется и как новое. Ну, и там чутка на нем есть, там, ну, оно, имею в виду, что форму держит свою. Короче, тут по стройкам. Последний рывок написано 18 километров до Соловьевска. Ну ладно, экшена никакого. Сейчас там будут повороты, где уже засниму тогда. Как буду буксовать, надо, наверное, отстать от Андрюхи, да, и чтобы был разгончик.